Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы узнаете о сарматах. Вы откроете для себя, были ли сарматы врагами скифов, являлись ли они ираноязычным народом или же напоминали тюрков по образу жизни. Также узнаете, как им удалось создать боевую конницу и использовать железо, а также немного о их божествах и традициях. Алиса, как ходят в гости крымские татары? Крымские татары не ходят в гости с пустыми руками. Чаще всего берут с собой сладости и кофе. А какой кофе пьют крымские татары? Раньше это был леба, а сейчас хырым хавеси. Ну и произношение, Алиса. Тебе надо над ним поработать. Хорошо, как скажете. А где можно купить этот кофе? Его можно купить в местных магазинах, а также заказать на Wildberries. Алиса, ты умница. Поставь хайтарму. Алиса, Крым кавесы запомнила? Сарматы, несколько другой интерпретации, савраматы. Это народ или, скорее, племенной союз, который появился на Северном Кавказе и приблизился к Крыму, постепенно занимая территории, на которых до этого жили скифы. Где-то, если говорить уже о Крыме, в III веке до нашей эры. Интересно, что разные историки, разные авторы, с одной стороны, представляют сарматов врагами скифов, так же, как скифов врагами киммерийцев, разными народами, но при всем при этом где-то иногда сами же, иногда в других каких-то книгах употребляют такие выражения, как скифо-сарматская культура или сармато-аланская культура. Иногда их даже называют как народ сармата-аланы, допустим, или скифо-киммерийская. Почему? Археологи, конечно, видят по остаткам материальной культуры, которые находят в погребениях там, или в поселениях, какую-то разницу. И именно так и датируют и определяют, кому она принадлежит. Но только опять-таки надо иметь в виду, что начиная от киммерийцев, то есть 6-5 века до нашей эры, вплоть до алан, которые упоминаются и в XII веке, и в XIII веке, проходят где-то, сосчитайте сами, 1500 лет, когда они как бы последовательно сменяют друг друга в Причерноморье. При этом внятного объяснения, почему происходит смена названий или смена этих племен или союзов, она, в общем-то, никак не объясняется. Просто обычно говорят, что сарматы вытеснили скифов или там победили скифов, или там отжали скифов, да? А в конечном счете, вот уже прижав скифов к Крыму, то есть в ту эпоху, когда определяются царские скифы, живущие в Крыму и рядом в Причерноморье, вот потом нашествие аланов вместе с готами уничтожает это государство царских скифов, в том числе Неаполь и все остальное. Как мы слышим, названия этих народов достаточно разные. Но опять-таки, это названия, которые дают иноземные наблюдатели. Про скифов мы уже выяснили, что это не их самоназвание, сами себя назвали ишкузы. Вот это ишкуз или ашкуз – это, скорее всего, какое-то добавление определения к основному названию народу куз или гуз. Если мы это примем во внимание, то вдруг выясняется, что соседями более позднего хазарского каганата были с востока на территории нынешнего Казахстана гузы или иногда узы. Но как раз Г и У – это характерная вариация для тюркских языков. В некоторых тюркских языках вот гласом предшествует Г, в некоторых оно опускается. Даже в заимствованных словах. Например, в азербайджанском языке заимствованное имя Гасан, в крымстатарском – Асан. Г в некоторых языках заменяется тюркских звуком К. Допустим, опять-таки по-азербайджански Гамыш, по-крымстатарски камыш. Вот эти все чередования, они очень так как бы прозрачно намекают на то, что эти народы, судя по всему, особенно учитывая их образ жизни, то, что они опять-таки были кочевниками-скотоводами и коневодами, говорит скорее не о том, что это какие-то неизвестно откуда появившиеся народы,
которые побеждали прежних жителей военным образом и целиком их заменяли, о чем я уже говорил. А скорее это войны внутри вот этих родоплеменных союзов, которые состояли из людей, в чем-то похожих, по образу жизни, по хозяйству. Это вот опять-таки кочевники-скотоводы, коневоды. Но название их объединений зависело от того, какое именно племя в тот или иной исторический период берет вверх. По разным причинам. Кому-то не повезло в войне с соседями, у кого-то там что-то падеж скота. Кто-то с кем-то объединился, и два вот эти союзника стали более сильными, чем прежний лидер и так далее. Поэтому вот эта цепочка смен от киммерийцев до аланов на протяжении более 1500 лет в Северном Причерноморье и в Степном Крыму, она скорее похожа на изменение лидирующего положения тех или иных племен или родов. Опять-таки надо понимать, что племя и род – это очень многозначное слово, потому что, с одной стороны, скажем, род, современный казахский или узбекский, и, допустим, род, те, кого называли кланом или родом в Шотландии или в Ирландии, это все-таки разные явления. Поэтому это условная общность, слово, которое указывает на некую такую этническую общность, но относительно немногочисленную и не являющуюся политическим объединением большим или национальным объединением. Вот в отношении сарматов существует несколько теорий. Во-первых, заметно, что сарматская культура и образ жизни очень напоминает скифскую, что можно сказать и об аланах. Во-вторых, не вполне понятно, были ли сарматы совершенно иным народом, или это была все же разновидность скифов. Опять-таки, учитывая, что скифы сами состояли из нескольких народов, выдвинувшиеся по разным причинам на первое место в восточноевропейских степях той эпохи. В-третьих, как и со скифами, нет ясности с их языком и этническим родством. Есть предположение, что это ираноязычный народ или совокупность племен. Есть, что это условное название для разнородных кочевников разного этнического происхождения. Но при всем при этом их образ жизни очень напоминает тюрков. В-четвертых, сами названия сарматы и аланы уж очень отличаются друг от друга. Были они ветвями одного народа, разными названиями одного и того же народа, или все же разными народами? Из современных народов на преемственность с сарматами или аланами опять-таки претендуют в первую очередь осетины. Республика Северная Осетия некоторое время назад даже взяла себе дополнительное имя Алания. В последнее время даже появились сведения, что обе Осетии, Южная и Северная, собираются объединиться под этим именем. Слово «сарматы» объясняют тем, что так звался один их царец – Саврамат, что вполне возможно. Например, гораздо позже похожим образом объясняет возникновение этнонима Ногай. Однако смысл самого слова все же остается непонятным, неясным, по крайней мере. Если сарматы остались относительно местным и ограниченным в историческом времени народом, упоминания о них исчезают уже к V веку нашей эры, аланы, их часть в ходе великого переселения народов, обратите внимание, дошли до Испании и осели там, а другая их часть принимала участие в сражениях половцев с нашествием войск Бату уже в XIII веке. Интересно, что в XVIII веке среди польской шляхты была популярная версия происхождения ее от сарматов, что нашло отражение даже в живописных портретах той поры, когда польские шляхтичи, дворянство заказывали себе портреты в условном сарматском костюме, в кожах, в бурках и так далее. Памятники сарматской культуры сосредоточены в основном за пределами Крыма, в Причерноморье и Северном Кавказе. Особенностью сарматов считают, что они, в отличие от предшествовавших им кочевников, сумели создать тяжелую конницу, облаченную в железные доспехи, атаковавшую сомкнутым строем и пробивавшую строй противника. В самом деле, если представить себе вот такой бой между легкими лучниками, легко вооруженными, у которых нет тяжелого защитного вооружения, и вот такую атаку, облаченную в железные доспехи конницы, то понятно, что легкая конница удержать такой удар не могла. Это по тем временам было тактическим новшеством, принесшим им немало побед как над другими кочевниками, так и над армиями земледельческих империй. Но, кстати говоря, это может и объяснить, по сути говоря, откуда взялись сарматы. То есть, то племя, которое сумело
по разным причинам, научившись изготавливать тяжелые вооружения, в том числе копья с тяжелыми наконечниками и железную защиту не только для всадника, но и для лошадей, что-то напоминающее, так сказать, рыцарскую конницу европейскую, хотя там это немножко по-другому все было, они и могли как раз благодаря вот этому новому вооружению, новой тактике и технике боя занять новое лидирующее место среди тех, кого раньше называли скифами, и, соответственно, покорить остальные себе племена и дать новое название тем же народам, тем племенам, которые раньше были известны как скифы. Это вполне возможно, несмотря на то, что обработка железа, изобретение стали широко распространились к тому времени и вытеснили в наиболее важных видах деятельности, к которым, конечно же, относится война, бронзу. Во-первых, у сармат не было монополии на эти технологии. Во-вторых, таким вещам быстро учатся, и в первую очередь враги. Другое дело, есть ли источник железа для производства оружия. Наконец, изготовление полного железного доспеха еще сотни лет оставалось очень дорогим удовольствием. Даже в позднее Средневековье закованная в латы конница была элитным относительно немногочисленным подразделением во многих армиях мира. Возможно, сарматы одними из первых приступили к созданию таких ударных отрядов. На территории Крыма сколько-нибудь длительное пребывание сарматов не зафиксировано, хотя в определенный период они контролировали все степи к северу и востоку от полуострова. По предметам искусства и утвари сарматов видно, что в жизни сарматов лошади играли чрезвычайно важную роль. Верования сарматов были связаны с антропоморфными божествами. Идея круговорота во Вселенной, по-видимому, была отражена во многочисленных разного рода и характера свастиках. Но не той свастики, которую все знают в нацистском исполнении в Германии, разного рода такие вот тоже изображения круговорота, зигзаги, изогнутые линии и так далее. Можно заметить в них изображение голов хищных птиц. По некоторым сведениям, у сарматов существовал интересный обычай. Голову младенцев плотно обвязывали так, что постепенно кости черепа деформировались, и голова приобретала особый несколько удлиненный вид. Разумеется, это сказывалось на внешнем облике. Сарматы узнавали друг друга издали по характерному внешнему обличию, что бывало удобно в бою или при знакомстве, но наверняка мешало в случае поражения. Не сохранилось сведений о том, чтобы сарматы воевали со скифами на территории Крыма как такового. Однако же, как раз вместе с готами, о которых мы говорили, в Крым вторглись аланы. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете об аланах, их происхождении и истории. Поговорим о гуннах, первом официально документально зафиксированном тюркском народе в Европе, их происхождении, завоеваниях и государственном образовании. Кроме того, вы узнаете о появлении на исторической арене булгар и их особенностях.